Добрый вечер. 28 января, 701 день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». В Симферополе вооруженные люди окружили здание мусульманской общины. Об этом сообщил на своей фейсбук-странице председатель избиркома Курултая Заир Смедляев. В храм на улице Макроусова люди в балаклавах не пускают даже осуществить молитву. Накануне обыск прошел в детском центре «Илиф» в Джанкое. Там работала группа из представителей ФСБ, полиции, прокуратуры и СЭС. В результате проверки изъяли документы, вплоть до сертификатов на моющие средства. Сотрудников детского центра вызвали на беседу в правоохранительные органы, где у них интересовались, чем занимается центр, чему и как учит детей. Украинской православной церкви Киевского патриархата в Крыму угрожает уничтожение. Об этом заявил архиепископ Симферопольский и Крымский Климент. По решению арбитражного суда Крыма у кафедрального собора в Симферополе изъяли первый этаж. Его передали российской кредитной организации. Этот корпус бывшего военно-политического училища на улице Севастопольской в Симферополе уже 20 лет арендует Крымская епархия Украинской православной церкви Киевского патриархата. Здесь расположены управление епархией и кафедральный собор равноапостольных Владимира и Ольги. А последние 2 года это единственное место на полуострове, где крымские украинцы могут почувствовать себя украинцами, где звучат украинская речь и молитвы за Украину. Наша церква від самого початку прийняла рішення, що ми не визнаємо Крим російською територією. І тому ми не визнаємо юрисдикції Російської Федерації в питаннях, які стосуються Криму. І тому ми не будемо реєструвати наші організації релігійні за російським законодавством стільки, скільки це буде можливо. І з Божою поміччю ми цього не робимо. Перерегистрация религиозных организаций в Крыму официально закончилась 1 января этого года. Это значит, что формально УПЦ КП на полуострове вне закона. Последствия этого не заставили себя ждать. 14 января арбитражный суд Крыма удовлетворил иск Министерства земельных отношений об изъятии первого этажа кафедрального собора. За рішенням суду я мушу сплатити $500 000 рублів Міністерству майна і земельних відносин, протягом 10 днів звільнити приміщення і готуватися до того, що далі в мене заберуть це приміщення. Архиепископ Климент признает, вел переговоры с главой российского правительства в Крыму Сергеем Аксеновым и его замом Русланом Бальбеком. Те сначала кормили обещаниями помочь, а потом отправили решать вопрос в Москву. В Москву я не їздив і в Москву я не збираюся їхати. Це не належить до моєї компетенції. Їздити по Москвам і вирішувати в цих Москвах питання. Приїжджають москвичі, знають, що є проблема, хай вирішують або в Симферополі, зустрічаючись зі мною, або в Києві. Бо моє керівництво, патріарх Київський всієї Руси України, знаходиться в Києві. Несмотря на решение суда, архиепископ Климент не намерен отдавать здание и надеется на помощь украинского государства. Киевский патриархат подготовил обращение в Кабмин с просьбой передать это здание в собственность патриархата. До цього достатньо єдиної постанови, яка повинна бути прийнята чи Верховною Радою, чи рішенням уряду, Кабінету міністрів. Політична воля, щоб ми могли захищати це приміщення і на міжнародних, скажімо, заходах, міжнародних судах. Тобто, бо ми це готові боротися навіть на окупаційній території, як громадськість, як і церква, аж спільно і захищати все, що належить державе Украины. За 2 года Киевский патриархат лишился в Крыму церкви в Перевальном и Севастополе. Были закрыты храмы в Красноперекопске и Ленинском районе. Большинство священников было вынуждено выехать из Крыма из-за угрозы жизни им и их семьям. Илья Смирнов, Ильдар Исматов, Заман, АТР. Радиостанция «Ватан Седасы» «Эхо Родины» выиграла конкурс Роскомнадзора по вещанию на радиочастотах в Симферополе, Керчи, Феодосии и Ялте. Министр внутренней политики, информации и связи российской администрации Крыма Дмитрий Полонский уверен, что пророссийский крымско-татарский телеканал «Миллет» и радио «Ватан Седасы» полностью обеспечат право коренного народа на средства массовой информации на родном языке. Напомню, после аннексии телеканалу АТР и радио «Мейдан» не дали лицензию, оправдывая это разными юридическими нюансами. Теперь АТР работает из Киева.
В Симферополе несколько микрорайонов остались без света из-за очередной аварии. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства Крыма. Согласно опубликованной информации, авария произошла на линии в 10 киловатт. В результате обесточены район Луговое, микрорайон Солнечная долина и частично улица Глинки. Также ограничено электроснабжение в Феодосии и поселке Черноморское. Жители полуострова возмущены. Вот когда была авария изначально, когда подорвали опору, у нас свет выключали 2 раза на день. А когда провели из Краснодара 2 линии, нас выключают 3 раза на день. При том, что у нас нету ни отопления, ни газа нет в общежитии. У нас дети маленькие, внуки маленькие, замерзают. Мало того, что замерзают, так еще и кушать не приготовишь, ничего. 3 раза на день вчера не было света. Позавчера 3 раза на день выключали. Блин. О, это ужас. Я вчера где-то минут 40 звонил, да, попытался достучаться. Скидывают, сбрасывают и все. Сбрасывают и все. Нет, да. Ничего не говорят. Я через минут 40 дозвонился, говорю, извините, объясните ситуацию. Это не к нам. Да. У нас не хватает мощности. Видать, авария какая-то произошла, у вас все. Трубку кинули. Ни графика, ничего нету. 3-й раз уже. Как наше общежитие, наверное, такое вообще общежитие нигде нету. Света нет, во-первых. Отопления нету, газа нету. Газ нельзя провести в аварийное состояние общежития. Вот у нас одно спасение, краснознаменное 95. Электроэнергия у нас. Отапливаться мы светом, готовим на свете все. Вот такого нигде нету. 10 миллионов рублей – сумма взятки, которую требовали от своего коллеги сотрудники предприятий «Крымфармация» и «Медтехника», передает «Крыминформ». По данным Следственного отдела ФСБ по Крыму, злоумышленники обманули своего сотрудника, сказав, что его могут задержать силовики. Повод – возбуждения уголовного дела по факту растраты. И заверили бывшего коллегу в том, что они якобы имеют связи в ФСБ и в Республиканской прокуратуре. И за 10 миллионов рублей могут повлиять на ход следствия и даже его прекратить. При получении денег сообщники были задержаны. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. За последние сутки пророссийские наемники 40 раз открывали огонь в сторону украинских военных. Позиции неподалеку Маринки боевики обстреляли из зенитной установки. Также работал вражеский снайпер. Украинские военные огонь не открывали. Продовжуються обстріли проросійськими бойовиками наших позицій в зоні проведення антитерористичної операції. Впродовж доби окупанти 40 разів порушували режим тиші. Напруженою була обстановка на околицях тимчасово окупованого Донецька. Українські опорні пункти піддалися обстрілу зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. В Опитному, Пісках, Авдіївці та на шахті Бутівка. Українські позиції неподалік Мар'їнки ворог обстрілював з зенітної обстановки, працював там і ворожий снайпер. На Світлодарській дозі, по наших укріпленнях біля Майорська та Троїцького, противник відкривав вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. На Луганському напрямку близько 20-ї години проросійські бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів обстріляли наші опорні пункти в Трьохізбинці. Наші війська вогонь у відповідь не відкривали. Минские договоренности – это ловушка для Украины, утверждают участники круглого стола. Эксперты предлагают президенту искать другой формат переговоров. Детали в сюжете. Минские договоренности – путь никуда. За все время минских переговоров ни один прописанный пункт Россия не выполнила. По словам экспертов, это давало возможность Украине в конце года признать их недействительными и возложить ответственность на агрессора. Однако украинские власти продолжают утверждать – альтернативы нет. Продовжувати робити вигляд, що альтернативи немає, це надзвичайно небезпечно. Ще більш небезпечно є намагання виконати всі ці пункти, як вони прописані в цих угодах. Украинская власть идет на уступки, соглашается на изменения в Конституцию и амнистию боевикам. Такой подход дает возможность признать договоренности в целом выполнены, что позволит отменить санкции против России. Над этим упорно работают российские дипломаты и друзья Путина в ЕС. Тогда Украина останется 1 на 1 с агрессором. 11-й пункт Росія вважає відправною центральною нормою Мінських домовленостей. І саме цей пункт має один з найбільш загрозливих аспектів, який може нанести шкоду, пряму шкоду Україні. Мова йде про норму, про створення так званих загонів народної міліції для підтримання громадського порядку. Танки, бойові броньовані машини, гармати
системи залпового вогню, вони теж можуть стати штатним озброєнням загонів народної міліції. І ніщо не заважає Російській Федерації легалізувати це озброєння якраз під цим приводом. Эксперты предлагают создать новый формат урегулирования украино-российского конфликта с участием США, ЕС, Канады и России. И обязательно включить в переговоры вопрос Крыма. В минских договоренностях о полуострове даже не вспоминают. Проблеми пропонується вирішити наскоком. Фактично, суть мирного плану Порошенка зводиться до обміну мир і території на повноваження і розширення прав. Але такий обмін є неможливим. Перш за все, поняття миру і території мають охоплювати і Донецьку з Луганськими областями, і Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. По итогам круглого стола эксперты приняли обращение. Там прописали свои предложения. Их планируют передать в администрацию президента. Наталья Калинка, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. При Госслужбе Украины по делам Крыма и Севастополя будет создан общественный совет. С такой инициативой выступил председатель правления общественной организации «Правозащитная группа 20 февраля» Александр Лиев. В Киеве уже состоялось предварительное рабочее заседание по формированию инициативной группы, которая займется подготовкой и организацией учредительного собрания будущего общественного совета. Он должен стать объединяющим звеном между всеми крымскими общественными организациями и госслужбой, которая реализует политику по Крыму. В МИД Украины готовят экспозицию к годовщине задержания в Крыму Ахтема Чийгоза. В частности, в здании украинского МИДа презентуют продолжение экспозиции портретов украинцев, незаконно заключенных властью России по политическим мотивам. Цель проекта – привлечь внимание к этой проблеме официальных зарубежных гостей МИДа Украины. Организаторы – Крымско-татарский ресурсный центр, Евромайдан СОС, Меджлис крымско-татарского народа и Министерство иностранных дел Украины. Как отмечают организаторы, проект является частью кампании «Let My People Go». В Москве на стене офиса партии «Парнас» появилась граффити-карикатура, изображающая председателя партии Михаила Касьянова и уполномоченного президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. Рядом с изображением оставлена надпись «Не дождетесь». Вчера Касьянов во время встречи в Страсбурге пообещал Джемилеву вернуть Крым Украине. Сейчас уполномоченный президента находится в Страсбурге на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. В центре Москвы у банка «Дельта Кредит» валютные заемщики перекрыли улицу Тверскую. На акцию собралось около 20 человек. Там же находится около 20 представителей полиции. Всех присутствующих силовики оттеснили с дороги. Двоих задержали. По словам очевидцев, ранее на акции насчитывалось до 100 человек. За последнюю неделю это уже третье выступление валютных заемщиков в московских банках. Накануне, 26 января, они собрались у здания Райффайзенбанка. А 20 января в отделении «Дельта Кредита» один из протестующих приковал себя наручниками. Люди требуют зафиксировать курс доллара на момент заключения договора ипотеки или рассмотреть другие схемы рефинансирования кредитов. На этом пока все. Больше новостей у Шевкета Намутулаева в следующем выпуске «Заман». Не пропустите. Всего доброго.